Чолом зарокерка. Ледь не шотчина. Вот и все. Мы на избе. Тут, наверное, ветер сильный был. Ну, когда это позавчера, наверное, ветрено было. Вот. Лист улетел в эту сторону. Значит, вон оттуда и сейчас тоже проясняется. Ведро прокинул, вон там 2 ведра. На будке они были. Вот. Вот и все, короче. Моторка поднимается. Лодочный мотор. Смотрим. Вот вам болотоход. Тулана узнали, приветствую. Медленно идет. Только не понял, кто был. Или это Ванька, наверное, и кто же этот-то второй? У Лунь Вани-то сын. Илья, наверное, был. Махнул который. Так, ребят, ну что, давайте в 2 словах. Крышу отложим на следующий год, думаю, уже. Я хотел металлом еще обшить. Ну, вот эти доски. У меня сейчас их нету. Я потратил на ремонт будки у реки. Так что пока все так оставляем. Сейчас я буду выгружать сюда бревна, которые я сейчас привез. Вон они. И здесь буду их пилить, складывать вот сюда, этот ряд. Там у меня второй ряд сырые дрова, а здесь я буду складывать сухие. И займусь сегодня еще вот у меня старый уже, ну это 100 лет этому столику, он уже совсем гнилой. Я, короче, буду ставить сюда 4 стойки, прям бревно не буду закапывать, вот, сверху на землю поставлю и все. А если закапывать, он быстро гниет. 4 стойки, 2 поперечины и доски. Вот и все. Весь столик такой будет. Вот. Сейчас я, как всегда, бытовые дела у избы. Чай. Вскипятить надо и варить еду. Это суп буду готовить. Чолом зарокерка. Вкус, запах, конечно, вообще идеальный. Так, мыши тут, в принципе, даже и не скажу, что бегали сверху. Тоже пока чисто, ребят. Ну и как оставляли, все так и есть. Все нормально. Этот шкафчик пока здесь оставлю. Ребят, вы привыкнете тоже, и вы забудете, что я не повесил неправильно, как мне пишут, не на месте. Я не знаю, я даже представления не имею, куда еще вот вешать. Шкафчик огромный получился. Сюда тоже я вещи вешаю, там всякую одежду. Не, пускай там будет пока. Затопить надо печку, чтобы запах избы, вот тепло было. Я вообще сырой. Вообще сырой, ребят, поверьте. Я когда буксовал, я готов был до трусов раздеться. Я так вспотел. Надо, конечно, бы футболку, если поменять, вообще здорово было бы. Может, шины не такие у меня хорошие. Вот такие шины Кама 219. Это для асфальта, может. Ну и длина там, короче. Заполнил вот эти щели и протекторы, короче.
как сказать, пончики, ребят. Неудачные пончики. Я вчера сам пек, но, к сожалению, они сырые у меня получились. А Тулан с удовольствием ест. Что, угощайся. Ну вот, ребят. Наконец-то закипел чай. Сейчас заваривается. Буквально 5 минут подожду и буду пить чай. Вообще в горле пересохло так. Остатки консерва самодельные из свинины. И сварю вот такого, из такого супа. Суп. Как всегда. Вы это не раз уже в моих фильмах видели. Помните, ребят, кто подписан на оба канала, на моих каналах, я вам показывал посылку, что я вам покажу, что в посылке. Вот она. Смотрите. Кто-то писал коллиматор, кто-то писал, не помню что. Два варианта что-то писали, там, что могло быть в посылке. Ну, коробка чуть больше была. И это, ребят, сейчас я вам покажу. Бинокль. Вот он. Тоже подписчики не раз мне писали и говорят: Олег, тебе на охоту, на уток нужен бинокль. Ну вот он, у меня он есть. Вольф Ад. Если правильно прочитал или нет, вот там надпись. Короче. Вот такая штука. Открывается вот так. Все очень просто. 10-кратный. 10-кратный. Вот тут написано 10×42. Так, как вам показать? Вот. 10×42. 42 вот этот объектив, наверное, линза. Ну и можно подглядеть все. Очень классно показывает. Под свой глаз настраиваете и так, подождите. Я там кручу, верчу. А вот он. И все. В общем, здесь на правый глаз вот настройка. И еще вот, как сказать, вот этим крутите под свой глаз. Буквально чуть-чуть надо крутить. Не надо резко. Чуть-чуть. Вот буквально чуть-чуть. И вы подберете под свое зрение. Вот так двигается. Тоже у кого какой размер между глаз. Так что, если пойду на охоту, ребят, сегодня, не знаю, но завтра с утра, может, на охоту схожу на уток обязательно. И этот бинокль, чтобы не забыть. Потому что действительно на озере там посмотришь озеро и туда-сюда, и мало что видно. Такой ремешок идет. Все сюда ставим. Ну и будем ходить с биноклем. У нас, ребят, бинокль был полубинокль. Как бы у матери брат, который утонул на охоте. Он дружил с одним охотником, тоже ровесник, или я не знаю, но сосед, в принципе, сосед там. И бинокль у них был 1 на 2. 1 на 2. И дефицит в то время было. Сейчас-то выборов много, всяко разных биноклей. А тогда биноклей было мало, и они, знаете, вот взяли и этот бинокль напополам. Ну, у нас чуть-чуть другой был. Чуть-чуть другой. Покороче бинокль был и какой-то вот зигзагом. В общем, наполовину они спилили этот бинокль. Одному товарищу одна часть, другому другая часть. Я даже охотился с этим биноклем, ходил, но потом не знаю, где он у меня сейчас. Так, вот так, наверное, надо. Вот так. Вот смотрите, хитро сделано, между прочим. Вот она как. Вот.
чтобы, скажем, вот этот чехол, когда убираете, чехол убираете, и этот чехол, чтобы оставался на веревке, ребят. На веревке, вот. Вот вы убираете, и он на веревке. Ну, вторую тоже надо закрепить. И все, в принципе. Мне уж так хочется посмотреть на озера. Вот. Вот так. Повесил и газку только. А это крепится вот так. Не знаю почему он наполовину или оторвалось. Вот какой-то прорезь тут. Не знаю почему. Но один-то откидывается, вот все, у вас не потеряется. А этот вот так открывается. В общем, если на уток схожу, ребят, я возьму с собой и буду там более-менее тестировать. Но все хорошо видно. 10 крат это 10 крат. Можно посмотреть. Даже я вот расстояние тут где-то так, примерно 100-120 метров, но вот все листья хорошо я вижу. Такие дела. Так что буду тестировать, а там уже дальше вам расскажу больше. А сейчас я пью чай, пока я болтал. Короче, чай у меня заварился. Вольф Ад. Вот. Ну, вес, ну, я не знаю, по весу грамм 800-то есть, наверное. И если, скажем, на дальние походы, скажем, я бы, конечно, не взял это. Чисто здесь, на транспорте или на ближние походы. В общем, возьму сегодня его с собой. А сейчас я пью чай. Чай буду пить с хлебом. Больше ничего я не взял.